Я вас приветствую опять на нашем канале. Если я вам еще не надоел, молодцы, ребята. Спасибо огромное за комментарии, которые вы мне оставили после вчерашнего видео. Все, кто посмотрел, кто еще посмотрит, всем, кому понравилось и не понравилось, огромное спасибо. За кучу комментариев также отдельная вам благодарность. Молодцы, что написали нам. Опять подписчики машут. Огромное спасибо, что вы написали такое количество комментариев. И всем спасибо. И пожалуйста, спасибо, пожалуйста, за поздравление с покупкой нашего нового помощника в съемке видео. Я, конечно, не обещаю вам, что я буду по всем заказам летать на нем и снимать только по определенным особым случаям. Дело в том, что, как оказалось, что у нас наш город Мирный практически весь находится в бесполетной зоне. И получение разрешения на полеты в данном регионе, не в регионе, а в данной зоне в районе аэропорта, а он у нас довольно широко распространен здесь до карьера и практически захватывает весь путь следования самолетов, пролетающих здесь. Вот. И я вам скажу, что это дело не шуточное, и не только потому, что можно, казалось бы, и нарушить некоторые правила. А дело в том, что в самом дроне есть функции, которые, к сожалению, ограничены. Если он видит, что находится в зоне полетов самолетов, в зоне аэропорта и так далее, он просто не взлетает и не включается. Увы, такое есть. Поэтому, я думаю, что мы хотя бы, во всяком случае, места, отдаленные от зоны полетов, от зоны аэропорта, постараемся что-нибудь для вас заснять красивое. Природу, опять-таки. И самые интересные места, достопримечательности также постараюсь для вас запечатлеть. Что еще? Не успел немножко я распечатать некоторые интересные комментарии, но день только начался. Я думаю, что мы успеем все еще это для вас озвучить, потому что такие комментарии, это, извините, только нам на нашем канале пишут такие развернутые и интересные истории. Поэтому смотрим и слушаем. Кстати, друзья мои, вчерашний день, как я обещал, я имею в виду это воскресенье, как я обещал, прошло с максимальной пользой, извлеченной как для нас, так и для вас также. Поездка наша на горнолыжную базу, я там немножко поснимал то, чего я еще не выкладывал на прежних видосах, немножко изменил там ракурс. Кое-что поснимал даже на квадрокоптере. Не обессудьте, конечно, первые мои полеты это были вообще просто первые. Я, кроме как в комнате, где я его испытал, просто взлет-посадка и все, больше ничего не снимал. Вот на природе был первый вылет. Я вообще, честно говорю, боюсь вообще его отпускать из рук.
Потому что, ну, кто его знает, как он себя поведет. Хотя, судя по другим видосам, я смотрю, он довольно-таки, ну, хорошая вещь, которая, блин, качественная. Он никуда не должен улететь от хозяина, даже если потеряет связь с космосом, да. Вот, что еще интересного? Вообще классно вчера покатались на лыжах. Наши горнолыжницы просто с пользой провели время. Научились кое-каким упражнениям по спуску с горы на доске, на сноуборде. Надеюсь, мы продолжим наше обучение. У меня почему-то, не знаю, такое желание тоже появилось как-то встать на сноуборд. С лыжами я как-то не очень дружу. Ну, разве что на беговых. А с горки спускаться мне как-то не очень. Ну, говорят, на сноуборде немножко это проще как-то делается. Может быть, не проще, но, во всяком случае, попробуем и разберемся. Как только погода нам позволит. А она у нас, к сожалению, опять испортилась. Блин, 20 градусов на улице. Надеюсь, что завтра уже будет потепление. И мы с вами обязательно в следующие выходные съездим и попробуем покататься, поучиться кататься на сноуборде. Наши лыжницы молодцы. Вот товарищ, к сожалению, там один неудачно упал на лыжах и сломал ногу. Там мельком этот кадрик немножко у меня есть, там где перед поеданием шашлыков, там видно этого парня. Парень, держись. Если ты смотришь наш видос, ты молодец, ты мужественно перенес травму. Блин, перенул лом ноги. Я просто, ну, у меня бывали такие случаи, конечно, тоже. Ну, ничего, все зарастет, все пройдет, до свадьбы заживет, как говорится. Давай, ты молодец. Вот, передавай привет всем своим друзьям, которые пришли к тебе на помощь. Танюха, тоже спасибо тебе огромное, ты первая пришла на помощь молодому человеку. Вот, ну а мы едем дальше. И да, вот один из подписчиков откликнулся. Он, оказывается, знал Петра Федоровича, руководителя лыжной базы, той самой, которая была еще на этой стороне реки Ирилях. И пишет он, вот его комментарий: эх, да, хаживал я к Петру Федоровичу на секцию беговых лыж, но карьера моя очень быстро, моя спринтерская быстро закончилась после того, как я грохнулся на горе километрах в 5 от лыжной базы. Сломал обе лыжи. Все бы ничего, но морозец был минус 44 градуса. Представляете, друзья, как у нас развито было лыжный спорт. Так вот, и выходя из тайги в хлипких лыжных ботиночках, я тогда чуть-чуть ноги там не оставил. Сильно обморозился, но дошел. Вот, кстати, только обратил внимание, а Зорница теперь называется Азимут гостиница. Олигарх Клячин и элрусовские гостинички прибрал, смотрю. Вот банда. Ну, ладно, эти дела, как говорится, пусть остаются на совести работников, руководителя Элроса. А мы будем заниматься только нашим городом. Будем заниматься историей нашего города и новостями, все, что происходит у нас. Будем потихоньку вот так вот доводить до вас комментарии, которые пишете вы же. Я думаю, всем будет интересно услышать их, потому что, прошу прощения, ну, не все же их читают, но самое интересное я буду обязательно до вас доводить. Да, друзья мои, конечно, полеты с квадрокоптером не все так просто, тем более, что в городе, как правило, большей частью зоны везде запрещают полеты. Дрон сильно ругается, пытается мне там остановить весь этот процесс, кричит: остановитесь, снижайтесь. Короче, ладно, разберемся с этим вопросом. Пока вроде как все нормально, но, к сожалению, кинематографист из меня не очень хороший. Да, друзья мои, вот продолжая, значит, наш репортаж, отдельную благодарность хочу выразить нашим подписчикам, которые пишут нам самые лучшие, самые
увлекательные, можно сказать, комментарии. Один из комментариев вот прислал нам подписчик, он написал о демонстрации нашего детства. Это одним из самых долгожданных дней. Это и личное участие, и отдых от учебы, так сказать. Ощущение праздника на весь день. Я прекрасно тоже помню, присоединяюсь к этому комментарию, потому что все демонстрации, все, начиная, наверное, с 1 или со 2 класса, все проходил сам лично. Ну, естественно, у меня такое чувство, что в эти дни праздничных демонстраций, в эти дни никогда не было пасмурной погоды. Я ее просто не помню. На самом деле было, конечно, совсем по-другому. Дома заранее надувались шарики. А чтобы дело шло быстрее, стали применять пылесос Буран. Конечно, половина шариков лопалась таким образом, но основная часть была готова за считанные минуты. И шли утром к институту Якут про алмаз. Колонна от маминой работы собиралась с транспарантами. Так, тут красный светофор, извиняюсь. Собиралась с транспарантами и прочим на крыльце института, откуда начиналось движение по улице Ленина в сторону площади. Так что все верно, раньше колонны шли именно в ту сторону. Кстати, я раньше об этом не думал, когда на ютубе посмотрел недавние демонстрации, где направление поменялось уже в противоположную сторону. Когда на ютубе, да, на ютубе люди посмотрели, да. Так, и это, кстати, применялось еще с 90-х годов. Помню, идя в колонне, размахивая тем, что было в руках, ура, старались кричать как можно громче. Еще помню, удивлялся, когда, проходя мимо трибуны, увидел своего учителя по баяну, который играл на трубе в духовом оркестре. Вот такой замечательный комментарий нам прислал наш подписчик. Огромное спасибо. Пишите больше таких комментов, а я постараюсь обязательно в каждом нашем выпуске зачитывать их, потому что, память, она зачастую стирается, а вот такие комментарии, они возбуждают у нас такие порывы, чтобы что-то вспомнить. В памяти все сразу всплывает, и помнишь, как ты шел с транспарантом прямо вдоль Красной площади, я хотел сказать, центральной площади города, кричал «Ура!» так громко, как только можно было. Так, ребята, давайте разъезжаемся. Машин стало как уже больше в городе. Ой, елки-палки. И, кстати, потеплело и стало очень-очень скользко. Вообще скользко. Я тут уже зазевался один раз, чуть не приехал. Но вроде, слава богу, все обошлось. Вот, мы сейчас выезжаем с улицы Солдатова на объездную улицу Амосова. Объездная имеется в виду объездная улицы Амосова, да. Дома объезжают по этой дороге, потому что здесь как раз для грузового транспорта этот объезд сделан. Здесь же на этой объездной, знаете, новый магазин Северянка. Там где-то, возможно, у меня получится, не получится, видеокадры некоторые сверху, чтобы на них посмотреть. Я имею в виду вид сверху. Так. Ух ты, здесь пешеходный переход сделали. Только непонятно, куда это люди должны идти. Там же пустырь. Просто некуда идти. Ну, на всякий случай, видимо, сделали. Интересно, блин. Ну, ладно. Все, едем мы в сторону бани. Сегодня у нас что-то непонятная погода. То солнце, то ветер со снегом, то опять солнце. Короче, потом опять все туда-сюда. Вот такие вот качели целый день. Я пытался сегодня летать на квадрокоптере, чтобы заснять для вас самые интересные такие моменты, места. Но что-то, блин, практически наполовину неудачно. Ну, нелетная погода сегодня. Ветер, такие порывы, что приходится все возвращать на место. Ладно, это я там не обязательно до вас доводить. Вам, наверное, это даже не интересно будет, как летаю я в ветреную погоду или не летаю. Ну, как вы все знаете, в нелетную погоду самолеты не летают. Вот она у нас сейчас примерно такая и есть. Но
Как вы видите вдали, вот там все хорошо. Вот прям все хорошо. Только где-нибудь останавливаешься, выходишь и все, и, блин, все, сразу ветер, снег. Ну и все, друзья, на сегодня наша серия заканчивается. Как смог, так отснял этот материал. Уж не обессудьте, попробую что-нибудь из этого смонтировать. Всем, кто досмотрел эту серию до конца, огромный привет. Всем счастья, здоровья, крепкого сибирского здоровья на нашем канале. Молодцы, что не забываете нас, что смотрите наши видео. Я думаю, что мы будем продолжать наши съемки. Будем добавлять в наши видосы что-нибудь интересное, что-нибудь такое необычное, захватывающее. Еще раз огромное всем спасибо, кто оставляет для нас красивые, длительные такие затяжные комментарии. Поэтому, друзья мои, всем привет и до новых встреч!